Очередной выпуск уникального медиасловаря «Бери Дошлорг» издал культурно-просветительский центр «Ирис». Мультимедийный словарь обучает детей ингушским названиям различных явлений и предметов окружающей среды. Ер – четверг. Пярск – пятница. Этот обучающий интернет-контент для детей несложный, но в то же время эффективный для запоминания. Озвучивает «Бери Дошлорг» талантливая 13-летняя школьница Есира Евлоева. Борцак е – барсук, барыштырк е – белка, борз е – волк. Девочка признается, что благодаря этому проекту сама выучила немало ингушских слов и очень надеется, что подобные проекты будут очень востребованы не только среди детей, но и взрослых. Ведь немногие могут похвастаться, что владеют родным языком в совершенстве. Когда мне предложили участвовать в этом видео «Бери Дошлорг» озвучила, я очень с радостью согласилась. И в этом проекте я узнала много чего интересного для себя. И это полезно для семей, которые живут за пределами нашей республики. Они могут узнать очень много интересного и на русском, и на ингушском языке. Сохранение ингушского языка и его популяризация изначально стало одним из составляющих деятельности центра, так как эта работа многогранная. Авторы решили сосредоточить свои усилия и имеющиеся возможности на детском направлении. Есть такое направление, как сохранение ингушского языка и его популяризация, и поэтому, так как эта деятельность очень разнообразная, там можно по-всякому подойти к этому вопросу, мы решили остановиться именно на детском направлении, так как эта ниша, как нам кажется, менее освоена у нас в республике. И с этой целью, естественно, мы делали эти ролики. Первый выпуск «Бери Дошлорг» вышел в 2014 году. С тех пор Ирис подготовил 5 видеоуроков, рассказывающих детям о том, как на ингушском языке звучат названия фруктов, овощей, цветов и цифр. 1, 2. В очередном выпуске авторы учат маленьких детей различать и называть времена года. Формат видеоуроков очень популярен среди интернет-пользователей. Сегодня предпочитают короткий и яркий видеосюжет с небольшим объемом информации. Многие делятся своими впечатлениями и отмечают, что детям такие уроки очень интересны. На сегодняшний день у нас издано 9 видеороликов. И данные видеоролики, они отражают основные понятия, основные термины, те слова, с которыми сталкивается именно ребенок, который познает окружающий мир. Очень важно, чтобы ребенок с самого детства слышал родную речь, говорил на ней, чтобы впоследствии у него не было с этим проблем. Сейчас коллектив центра работает над выпуском еще 3 видеоуроков, которые научат детей правильно произносить на ингушском языке названия животных и птиц. Светлана Томова, Сурхо Кусиев, Новости 24.